Главные события уходящей среды 27 мая в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Летняя навигация в Якутии постепенно набирает ход. Первые паромы уже вышли на линию. Узнаем, как изменились цены. Новый этап развития образования в столице республики. Начали строительство нового современного комплекса физико-технического лицея. Проверить организм до появления тревожных симптомов. Все больше якутян проходят профилактические обследования в Центре здоровья. Чихание, слезотечение и насморк. Для многих жителей республики начался сезон аллергии. Какие меры помогут защититься от полиноза? Домашний тур, напряженные матчи и поддержка болельщиков. Якутские футболисты провели первые домашние матчи сезона Дальневосточной юношеской лиги. В Сунтарском районе Якутии объявлен высокий 4-й класс пожароопасности леса. Учитывая прохождение сезона, температурный режим, дефицит осадков, существует вероятность появления и распространения очагов природных пожаров, добавили в пресс-службе МЧС. Напомним, с 8 мая по постановлению правительства региона на всей территории республики установлен пожароопасный сезон. Жителей призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушителей же ждет административная или уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий. Между тем, в том же Главном управлении МЧС России по Якутии назвали основные причины возникновения лесных пожаров в регионе. По данным ведомства, более 60% всех возгораний с начала сезона произошли по вине человека. Из-за неосторожного обращения с огнем, непотушенных окурков, разведения костров и выжигания сухой травы. Ситуация с природными пожарами на территории региона стабильная. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС проводят комплекс мероприятий для предотвращения серьезных последствий. Между тем, в Якутии постепенно стартует летняя навигация. Еще 26 мая с паромной станции Дыркалах отправились первые суда и успешно достигли Нижнего Бестяха. Теперь самый главный вопрос – какие тарифы установились в этом году? Подробности расскажет Саргалана Неустроева. Самые крупные реки Якутии постепенно освобождаются ото льда, а это значит, что сезон летней навигации стартовал. Тарифы уже установлены. Так, для паромной переправы Якутск-Нижний Бестях они остались практически на том же уровне, что и в прошлом. 350 рублей для взрослых, 200 для детей. Все так же за 500 рублей можно в Якутске воспользоваться услугами катеров. Сейчас пока в данный момент ходит 12 катеров, но дальше больше у нас будет где-то больше 20 катеров. Ходим со станции Намыв напрямую, заключили договор ЖДЯ здесь, короткое плечо здесь, 2 раза короче получается, чем через речной порт. Вот и ценник от этого и пляж 500 рублей. Расстояние намного меньше, расход топлива меньше получается. Работаем с 7 утра до 8 вечера. Остается еще дежурный катер, там опоздавших забирают и так далее. И все же повышение тарифов полностью избежать не удалось, что, в принципе, неудивительно, учитывая необходимость индексации заработных плат, подорожания судоремонта и топлива. Увеличение стоимости для разного транспорта варьируется от 5 до 12%. К примеру, стоимость проезда для легкового автомобиля стартует от 1390 рублей и заканчивается более чем 2000. Стоимость проезда автобуса может достигать и 5000, если его длина превышает 9 метров. Как уточнили в Госкомцен, установленные тарифы являются предельно максимальными, но перевозчики имеют право установить и свои, чуть дешевле. Например, стоимость провоза 1 тонны груза на переправе Сунтар-Устье составляет 230 рублей. Там же стоимость проезда легковушек достигает 480 рублей, а для «Газелей» всех моделей – 770. Ну а если вы за рулем самосвала весом в 24 тонны, то готовьтесь раскошелиться на 5450 рублей. При этом Госкомцен призывает сохранять чеки о переправе и обращаться в ведомство в случае обнаружения превышения цен. Ознакомиться с полным перечнем тарифов можно в системе «Тариф онлайн» по ссылке tarифonline.sakhagov.ru.
Между тем, уже с завтрашнего дня по маршруту Якутск-Нижний Бестях начнут регулярные пассажирские перевозки. На рейсы выйдет теплоход «Московский-11». Об этом рассказали в пресс-службе компании-перевозчика. Расписание отправлений вы сейчас видите на своих экранах. При этом важно, в рейсе на 11 утра из Нижнего Бестяха возможны задержки. Время отправления зависит от расписания поезда. Стоимость проезда при этом следующая. Взрослый билет 250 рублей, дети до 5 лет бесплатно, дети от 5 до 10 лет оплачивают 50% от тарифа. Ну а тем временем в Якутске с 1 июня проезд в маршрутных автобусах составит 45 рублей через систему быстрых платежей. Акция продлится до конца сентября этого года. Такой способ оплаты сейчас доступен в 24 регионах России. Якутия же станет первым регионом на Дальнем Востоке, где будет действовать эта акция. QR-коды появятся во всех автобусах, которые курсируют по территории города. Помимо этого, расплатиться со скидкой можно будет бесконтактной функцией NFC, что есть даже у самых базовых моделей телефонов. Для этого нужно преподнести мобильный телефон к специальной табличке в автобусе, ну а для перевозчиков же эта скидка не станет потерей. К другим темам. В Якутске дали старт строительству нового здания физико-технического лицея. На Вилюйском тракте установили золотую сваю будущего образовательного комплекса. В торжественной церемонии принял участие глава республики Айсан Николаев. Каким будет новый лицей, когда завершат строительство, расскажем далее. Установка золотой сваи стала символическим началом строительства нового здания физико-технического лицея, одного из ведущих учебных заведений республики. Сейчас в нем насчитывается более 400 школьников. Среди них ученик 10 класса и президент лицея Андрей Ржевский. Несмотря на то, что завершение строительства придется уже после его выпуска, событию он особенно рад. Очень рады будем, когда построят новое здание, и наши будущие ученики будут очень рады этому, что будут учиться в комфортных, настоящих, хороших условиях. У нас прекрасные учителя, каждый из них вносит огромный вклад в каждого ученика, находит личный подход. Новый объект, рассчитанный на 500 мест, будет трехэтажным. В здании разместят современные учебные кабинеты, спортивные и актовые залы, столовую. На территории оборудуют футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, а также гимнастическую площадку. В целом мы планируем свайное поле завершить где-то в середине августа. Будут работать несколько захваток и уже дальше железобетонный каркас установка. Параллельно будет вестись довольно-таки много работ, потому что сроки сжатые, мы должны уже в ноябре 2027 года близиться к завершению данных работ. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». В новом образовательном комплексе предусмотрят современные учебные пространства, лаборатории и помещения для научной и инженерной деятельности школьников. С самого начала нашего учебного заведения мы обучаемся в одну смену. Хотелось бы сохранить этот ресурс, чтобы учиться, чтобы наши дети учились в одну смену и была возможность заниматься дополнительно. Будем расширяться в любом случае. У нас в проекте инженерная школа. Новый лицей станет частью развивающегося микрорайона на Вилюйском тракте, где в ближайшие годы появятся жилые дома и социальные объекты. Проект реализуют в рамках мастер-плана развития Якутска. В новом микрорайоне появится вот это новое современное здание, которое, я уверен, будет отвечать всем самым современным требованиям, которые есть в сегодняшнем образовании. И, конечно же, вот тот высокий уровень образования наших детей, который есть в физико-техническом лицее, еще больше выиграет. Завершить строительство нового корпуса планируют в конце следующего года. После открытия лицей сможет значительно расширить возможности для углубленного изучения точных и естественных наук. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Сохранение права родителей, воспитывающих 3 и более детей, на единое пособие при незначительном превышении среднедушевого дохода улучшит положение 230 тысяч детей. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на встрече с премьером страны Михаилом Мишустиным. Глава правительства напомнил, по поручению президента Владимира Путина Кабмин сохранил право на единое пособие для родителей, которые воспитывают 3 и более детей, чтобы они продолжали получать такую выплату даже при незначительном повышении дохода. Чирков, в свою очередь, отметил, услуга полностью проактивная. Граждане, которые получали пособие ранее, продлевают его на основании тех же данных, которые соцфонд запрашивал у других ведомств.
С 1 июня в России стартует прием заявлений на новую семейную налоговую выплату. Ею смогут воспользоваться работающие родители двоих и более детей, если при этом семья признана нуждающейся. По условиям льготы можно вернуть 7 из 13% уплаченного НДФЛ. В итоге налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%. Получить льготу смогут семьи с детьми до 18 лет или до 23, если ребенок учится очно. Если все ее члены – граждане России, постоянно проживающие в стране, ну а заявитель – налоговый резидент без долгов по алиментам, а средний душевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Сегодня по всей стране отмечают День библиотек. В честь профессионального праздника в Якутии проводятся разные мероприятия и выставки для читателей. Также в этом году Национальная библиотека Республики вступает в новое столетие своей работы. Об этом подробнее Диана Антонова. История Национальной библиотеки Якутии берет свое начало с 14 сентября 1925 года. В прошлом году ей исполнилось ровно 100 лет. Сегодня в фонде библиотеки хранится более 1 миллиона книг, работают электронные ресурсы, сотрудники активно применяют инновационные технологии и развивают искусственный интеллект. Сегодня Национальная библиотека разрабатывает проекты на основе искусственного интеллекта, чтобы сохранить, приумножить культурное наследие и, в первую очередь, это родные языки. И для этого у нас работает проект «Текст ЕКТ», где каждый желающий, который радеет за сохранение языков, может с использованием телефона, компьютера, интернета принять участие. Особо редкие оригиналы документов и книг хранятся в фонде научно-исследовательского центра книжных памятников. Это архивные коллекции известных ученых, писателей, работников культуры и общественных деятелей. Сейчас я держу в руках папку Ильи Неустроева «Рылча». В этой папке его автобиографии, рукописные ноты. Это коллекция рукописных нот композиторов и мелодистов, собранные известным музыкальным деятелем Якутии Анатолием Николаевичем Семеновым. Некоторые старинные образцы проходят через Центр консервации и реставрации библиотеки. Только в прошлом году было отреставрировано около 90 ценных документов. В этом году планы не менее масштабные. В Центр поступили первая якутская газета «Якутская правда», 3 книги, найденные в глубинке Усть-Алданского улуса, а также карта, найденная на дне реки Лена на месте падения советского самолета. К нам поступил вот такой интересный ветхий документ. Это летная карта советского периода, датируемая 1939 годом. Данный документ, он к нам поступил в таком состоянии, сильно разрушенном. И наша задача состоит в том, чтобы его восстановить в первоначальном виде. Ко Дню библиотек открылась выставка об истории библиотечного дела в Якутии, а также экспозиция, состоящая из уникальных арт-объектов, посвященных книгам в авторстве студентов АГУИКИ. Национальная библиотека ведет активную совместную работу со многими учебными заведениями Якутска. Каждый год, как полагается, первые курсы мы всех записываем, и они, начиная с этого года до конца своего обучения, посещают библиотеку. Студенты с удовольствием ходят не только как читатели, но и как все участники основных мероприятий Национальной библиотеки. Национальная библиотека Якутии активно работает с молодежью, вносит вклад в развитие библиотечного дела, внедряет современные проекты и проводит непрерывную работу в сохранении богатого культурного наследия республики. Диана Антонова, Иван Сорокаумов, Якутск. Лучшее лечение – профилактика. Этой медицинской мудрости свято следует в Республиканском центре здоровья. Как врачи центра помогают якутянам предотвращать болезни, расскажем в следующем сюжете. Нам надо как раз бросать курить и максимально увеличивать объем легких. А это у нас акцентироваться на физической активности. Побольше ходить. Такие консультации с тщательным разбором всего образа жизни проводят для всех пациентов. Прием у терапевта в Центре здоровья длится около получаса. Непозволительная роскошь для обычных поликлиник. Зато эти беседы принесут результат в долгосрочной перспективе. Ведь тут работают с устранением вредных и укоренением полезных привычек. То есть мы выясняем вообще, насколько пациент готов меняться. Потому что приходят к нам взрослые люди, да, уже сформировавшимися привычками. Бывает такое, что да, трудно человеку. Бывает такое, что люди понимают, что да, действительно, надо питаться, правильное питание, что надо пить норму воды, да, физическая активность. Но часть особо сильно не понимает.
что, вернее, понимают, но делать не делают. А в чем причина, да? И вот эту вот причину в ходе беседы мы с ними выясняем. Специалисты дают рекомендации, основываясь на результатах исследований. Удобно, что анализы можно сдать за один раз и сразу все, начиная с состава тела, заканчивая спирометрией. До чего дошел прогресс от робота-пылесоса до робота-врача? Всего за 10 секунд машина отсканировала мое лицо и выдала показатели здоровья. От пульса до триглицеридов. Вот с холестерином, кстати, мне кажется, стоит поработать. Хотя, конечно, полагаться только на высокие технологии не стоит. Инновации лучше всего работают вкупе с врачами. Говоря об оснащении, в минувшем году центры здоровья получили новое оборудование. Модернизировали и столичные, и районные филиалы. 8 центров здоровья в наших районах. Это в городе Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри, также в Намском, Сунтарском, Тампонском. И в прошлом году у нас открылся новый центр здоровья на базе Микино-Канкаласской центральной районной больницы, где работает новый молодой врач. Записаться на прием легко через госуслуги или позвонив по горячей линии 122. Открепляться от своего медучреждения при этом не нужно. Специалисты рады помочь продлить жизнь каждому якутянину. Ржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Центр здоровья Мирнинской ЦРБ не знает выходных даже в дни, когда большинство отдыхает. Двери центра открыты для тех, кто решил сделать шаг навстречу долгой активной жизни. Комплексный подход к обследованию включает в себя всесторонний анализ состояния организма. От стандартных лабораторных исследований крови до точного измерения артериального давления и консультации с квалифицированными специалистами. Особое место среди современных методов диагностики в Центре здоровья занимает биоимпедансный анализ тела. Этот инновационный подход позволяет всего за несколько минут получить детальную информацию о составе тела, процент жировой массы и мышечной массы, уровень гидрации и даже индивидуальную скорость метаболизма. То, что этот центр здоровья у нас теперь уже открылся и существует, это очень хорошее исследование. Самое главное, что это все бесплатно. И люди могут также пройти, курящие могут пройти, опять же, тоже эти исследования, посмотреть как бы на цифры, на то, как они, на свои легкие, как они дышат. И это уже мотив, чтобы бросить курить и также прийти к здоровому образу жизни. Это после биопедансного исследования. Ежегодно тысячи жителей республики мучаются сезонным поленозом. С началом цветения деревьев, а также злаковых и сорных трав количество обращений к врачам-аллергологам кратно увеличивается. Вероника Таюрская пообщалась с ними о том, как себя защитить в период цветения. Если для одних якутян весна, плавно перетекающая в лето, только в радость, то для других это время борьбы с аллергией. На ближайшие месяцы для них верными друзьями выступают антигистаминные таблетки, капли для носа и, конечно же, носовые платки. Сезонный поленоз или сенная лихорадка начинается с начала мая и продолжается вплоть до окончания августа. Я всегда прошу обращаться к нам вне обострения заболевания. Почему? Потому что мы должны провести кожное тестирование, которое противопоказано в период обострения, вне приема антигистаминных препаратов или гормональных препаратов. Прийти для чего нужно к аллергологу, иммунологу? Для того, чтобы определить вообще спектр аллергенов, если он есть вообще. Диагностика аллергенов – это самое главное. Выявление виновных аллергенов. Самое главное в ведении вообще аллергических заболеваний. Гипоаллергенная диета при аллергии к пыльце березы, тополя, клена, дуба и других деревьев требует исключения или сильное ограничение следующих продуктов: косточковые плоды, семечковые плоды, мед и продукты пчеловодства, орехи и продукты из них, сырая морковь, картофель, сырые томаты, огурцы, зелень и специи, березовый сок, коньяк, фитопрепараты. Диету необходимо придерживаться с конца апреля до середины июня. Диета не единственный способ поддержания своего здоровья во время сезонного поленоза. В период цветения деревьев, злаковых трав и сорных растений необходимо придерживаться простых правил. Следует, конечно, ограничить пребывание пациентов на улице в сухую, ветреную погоду, исключить из рациона перекрестно реагирующие продукты, которые могут вызывать эти проявления, и проведение, конечно, ежедневной влажной уборки в квартире.
Для того, чтобы избежать, также ограничить, используют барьерные методы, то есть исключают контакт с этим аллергеном с использованием специальных очков. По возвращению с улицы, конечно, по возможности принять душ или умыться для того, чтобы ограничить контакт с данным растением. Ну а для того, чтобы предотвратить симптомы аллергии, необходимо не просто пить назначенные врачом антигистаминные лекарства, но и соблюдать определенную диету и при показаниях пройти курс АСИД-терапии. Для этого необходимо готовиться заблаговременно, а именно зимой. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. В Владивостоке постепенно близится к завершению весеннее цветение. Весна в Приморском крае проходит поэтапно, от цветения форзиции и рододендронов до сакур и магнолий. Каждый весенний сезон в Приморье окутывается в различные оттенки – белый, розовый, желтый и другие цвета. Одним из любимых растений для фотосессий горожан стала цветущая сакура, рододендрон, тюльпаны и сирень. Выставка включает более 40 стендов, которые рассказывают о деятельности 122 депутатов ЯЦИК, Верховного Совета и современного парламента Якутии, оказавших значительное влияние на развитие культуры региона. Проект подготовлен членом Союза журналистов России, отличником Государственной гражданской службы республики, старшим референтом аппарата ЛТУМН Ольгой Федоровой. Сама экспозиция подчеркивает вклад работников культуры в сохранение наследия и воспитание подрастающего поколения. Экспозиция, я думаю, привлечет внимание не только работников культуры, а предназначена для молодежи, чтобы молодежь понимала или узнала, кто работает вообще депутатами, кого народ избирает депутатами. Это не только финансисты, экономисты, это еще и люди, которые занимаются культурой. Да? Это творческие люди, художники, это артисты, это журналисты, это работники телевидения и радио. Вот, наверное, для этого. Да? Ну, поступили определенные предложения, не только вот экспозицию сделать, а из этой экспозиции, в принципе, можно делать очень хороший красочный альбом, который останется на всю жизнь. Воспитанники Якутской футбольной школы провели первые домашние матчи нового сезона Дальневосточной юношеской лиги. В рамках второго тура регулярного первенства на поле Туймада якутяне сошлись с ровесниками из «Динамо Владивосток». Команда из игроков не старше 16 лет уступила гостям со счетом 0-1. А вот старшие ребята уступили динамовцам, пропустив сразу 7 безответных мячей. В первом туре якутские футболисты также в обеих встречах уступили игрокам клуба СК Хабаровск. Набрать первые очки в сезоне ребята постараются в следующем, третьем туре, который также пройдет в Якутске. Ну, если говорить про соперников и вообще про целом турнир, у нас принимают участие 8 команд из Дальнего Востока, в том числе и наша команда с ШФ Якутия. Ну, к сожалению, в прошлом туре, в первом туре, мы 2 возрастами проиграли Хабаровску. Ну, будем стараться показывать хороший футбол, хороший уровень футбола. Следующий третий тур у нас будет тоже дома, здесь на стадионе Туймада имени Николая Тарского. Всех приглашаем. Будем играть с командой Благовещенск. Они к нам приедут 13 июня. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.